Посмотрела вчера этот БТ, и как говорят, что Польша хочет захватить уже Беларусь полностью, то говорили только Гродненскую, а теперь полностью. Ну, слушайте, ну неужели у людей нет мозгов? Я выхожу, потому что я православный христианин, в отличие от президента православного атеиста. Бо не люблю обман. Все життя за правду мела не занадто добра. Ну, і не отракалася. С таким президентом мы позорились на весь мир. Это нормальный, никогда в жизни, я говорю, я возмущена до такой степени, даже вот ходила, сразу вроде бы так вот, когда вот этот самый большой митинг был у нас, когда вот вышли все заводы, все. Я как-то вот так вот воспряла духом, думаю, ну все. И потом раз, потому что я понимаю, что все с одного корыта едят, особенно начальство, и все, и спад уже, и стали рабочих душить, и все, и он распушил хвост. Вот. А так я как-то вот было так, ну приятно, смотрю, много знакомых, все, а потом чук, и все. И как-то стало обидно, я пришла даже домой как-то после одного митинга, и ну, вот от безысходности, от бессилия даже плакала. Почему-то прокуратура не хочет соблюдать закон. Сколько ОМОНовцы побили людей. Суд не хочет соблюдать закон. Парламент тоже нет. Ну, а само собой, получается, что ОПГ во главе с экс-президентом. Мне дали посвідчення, что я член инициативной группы по сбору подписей за Лукашенко. Ну, я не была згодна, але ведала, что уже он объявил, что уже 2 миллиона за его сдано подписов. А почалося это уже после того, меня перевернуло трохи, як я побачила, ну, не у інтернеті справу Тихановского. Я уже ничем не могу помочь, потому что я на пенсии, а молодежь-то хочет поменять. Я тоже, я говорю, почему мы хуже в Польше должны жить? Лекарства-то в Польше в 3 раза дешевле, чем у нас. Когда было тихо, можно было ездить. Ездили за лекарствами, за продуктами, у кого есть возможность, за стиральными порошками этими. А у нас дороже. Это нормально. Украина воюет. Почему на Украине проезд для пенсионеров бесплатный? И в России тоже. А мы хотим добиться, чтобы тот человек, который довел страну нашу, Беларусь, положил уже, не на колени поставил, а положил. Что он говорит, что он там что-то сделал. Возьмите, сколько предприятий ушло, ликвидировалось, сколько деревень ликвидировалось. Это же благодаря всему его руководству за 26 лет, понимаете? Пару лет назад был хлеб где-то, ну вот я беру самый дешевенький хлеб, он стоил 90 копеек кирпичик. Сейчас он стоит рубль 37. Это на 50% он подорожал. И коли человек не смог свою ячейку сдержать, знаете, кто той человек, с 4 человек, то не може ён правіць краінай. Мы не бачили ніколі першай леді нашей краіны, нашей родимы. По-другое, той Коля, сынок. Почему в одних странах меняются президенты через 4 года, а наш пишет под себя, эти конституции меняют, и все под себя пишет. Сейчас с Путиным спелись, его никто не признает. Они сейчас еще Библию перепишут, потому что Кондрусевича не пустил. Ну что это? Это нормально? Человек тут родился, как это? Сейчас вот девчонок насилуют. Парней насилуют. Что это такое за безобразие? Ну ладно, люди хотят выразить свой протест. Так ты выслушай людей, а не то, что вот я диктатор и все. Что хочу, то и делаю. Что хочу, то и творю. Понимаете? Это неприлично тоже. И потому что я прав. А потому что он может быть и прав, но у него Россия за спиной, как бы поддержка такая моральная. Ну и бог я знает, может и физическая будет. Первый раз меня затрымали под камерами, каля танку, затрымали, я не ведаю чему, но уже в неделю поняла чему.
Бо ну, не можу я, що о, тянуть такого хлопця, б'ють його, я не відпущу його, хай він не мой. Вот когда я вот этот вот последний раз была, конечно, страшно, потому что когда я вот посидела там в этой милиции, я посмотрела, что даже менты ходят поганые в наших колоннах и снимают нас. И приходит он и говорит, а я, говорит, вас знаю, я вас видел, а я его первый раз вижу. Но он меня, значит, снимал, он потом рассказал. Меня добросили, ну, мне ногу выкрутили, мне так вот сейчас нога, я уже не могу быстро идти, я иду, уже прихрамываю. Он хочет, старается всеми средствами развязать войну, потому он и говорил, что вот хорошо, что у нас нет войны. А почему у нас, ну, пожилым людям, а почему у нас должна быть война? Почему? Не знаете, и я не знаю. А вот пожилые все, вот хорошо, что у нас нет войны. А почему должна быть война? Что мы врага какого-то ждем? Он говорит, пугает пожилых людей, что за кордоном стоят, ну, в польской территории натовские войска. А возьмите, начиная с 1945 года, вдоль границ наших всегда стояли войска. Всегда. И никто с этого трагедии не делал. Ну, стоят, ну, пускай себе стоят. Газом! Блядь, стреляют! Тягнули дівчину за волоси, за руку, так, і я кинулася обороняти знову ту дівчину. Дівчину оборонила, і вони мене відкинули. Б, старая, там слов было ого-го, откинули, тут упавший был, чины его сбили, я не поняла. Хлопец был со стягом, і мужчина, може, навіть не хлопець. І вони той стяг тягнули так, якби це там страшенная бомба. Чего они этого стяга боятся, то я не понимаю. Аж колотились, ну, звери зверами. І я туди, до того і мене знову як скопив, старая Б, я тобі, и ой-ой-ой, до самого этого автозака волокли, тут у меня синяки, вот я от вас поеду туда побоюсь, бо вчера просидела там, сказали, что треба там направление зрауса. Я уже спрашивала там этих хлопцев, этих, потому что одни так одеты, другие так. Вы Беркут или вагнеровцы, кто вы? Но они же молчат. Вот и эти, которые в одежде гражданской, в масках, они немые. И только матами. Вот это они хорошо выучили. Мне недавно исполнилось 70 лет. Вот. Эту икону мне подарили. Это моя личная. И эта икона называется Калужская Божья Матерь. Вот. Ну, знаете, эти Калужи. Вот это у нас, считайте, самый древний храм. И вот Богородица. А у нас мирная манифестация идет. Мирно. Ну, с флагами. Но если не нравится национальный флаг наш, бело-красный белый, под которым прадеды воевали, под которым деды. Ну, ладно, не нравится, но не трогайте вы людей, которые несут. Надеюсь, что что-нибудь изменится. І, як кажуть, надія помирає опошній. І бачу, що ні, без якої-то допомоги, чи якщо влада не поміняє свій позирк на то, а що тепер по телевізору, то уже глядеть не можно. Так рассказывают, что у нас супер, и не знают люди, чего они хотят. Когда несли там вот это все, я помню, но как я попала
в этот актовый зал милиции, я не помню. Или меня вытащили, или я сама вышла. И как я шла, я не помню это. Вот стресс какой-то такой вот. И спрашиваю эту Сашу Александру Николаевну, она говорит, я говорю, тоже не помню. Вот хотя она уже второй раз, но... Я уже перебоялся. Понимаете? Ну, так жизнь сложилась, что всякое было в жизни. Буду, пойду, потому что я не могу на это беспредел смотреть. Почему мы в своей стране не можем жить? Почему-то этим разрешают красно-зеленым ходить, их не задерживают. А почему мы что, мы одинаковые люди? И он нас старается столкнуть лбами, чтобы была война. Ну, я не понимаю, зачем это? Это нормальный президент? Только лишь бы удержаться на троне. Почему, я говорю, в Польше прошли выборы культурно, никто не садит. У нас только начинаются выборы, сразу начинается сажать. Или за границу, вот всех умных людей, все за границей, или в тюрьме. А что, остались, они дураки? Вот сидит он за столом и долбит им, а они все вот так. Неужели ни одного нет какого-то умного, храброго, чтобы поднялся и сказал, Григорьевич, пошел ты. И все поднялись и ушли. Может, он тогда понял, что он не... Я не понимаю. Не, уже не боюся. Але як буде так, то мушу з'їхати. Бо посадять. Бо каб я вирвала руку, я б йому дала в морду. І все. За те слово ще сука старая продала родину. Ничего, я не поспевала отказать, кто ее продал.